Цель именно не накормить людей, это не позиционируется как-то так, что мы вот прям поможем людям и все. Это вот кормежка один раз в неделю в коренную изменит жизнь. Это стремление поднять проблемы этих людей, показать, что не бывает такого, что можно просто забыть, выключить этих людей из социума, не знаю, посажать по тюрьмам, и все изменится. В первую очередь у инициативы есть принципы. Это принцип горизонтальности, то, что это именно горизонтальная структура, тут нету главных, здесь нет какой-либо иерархии, то есть все вопросы решаются исключительно горизонтально, внутри групп. Второй принцип, который мне, наверное, ближе был к сердцу, это стремление не к какой-то благотворительности, то есть не было заблуждения такого, что людей можно как будто бы накормить несколько раз, и это как-то глобально нечто изменит. Акцент на то, что существующая система экономическая, социально-политическая, она в принципе устроена так, что так или иначе появляется некоторый такой слой, абсолютно незащищенный, абсолютно, скажем так, подавленный, что ли, именно в экономическом плане. И, наверное, это больше всего, наверное, самое главное, на что делает акцент всегда все группы во всех странах. Еды вместо бомб. Что для меня было достаточно таким большим открытием, наверное, это отношение именно местных жителей, которые живут непосредственно рядом с раздачами, то, что зачастую эти люди помогали, зачастую с этими людьми можно было идти на контакт, то есть, да, понятно, что первое впечатление их о раздаче это какая-то, неприязнь, наверное, связанная с тем, что они не понимают, что здесь происходит. Но, как правило, после эти проблемы всегда решались, люди всегда шли на контакт, и многие из этих людей, которые впервые подходили, просто спрашивали, что здесь происходит, и в основном заботясь только тем, что после раздачи все осталось чисто. После этого эти люди сами присоединялись к каким-то группам, но именно в формате того, что они могли принести какую-то еду, дополнительно принести какие-то теплые свои вещи, передать именно людям. Ребята, спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Чтобы... Ой, у меня слов нету. Что касается милиции, большая проблема это именно отношение их к людям, которые приходят за едой. Поскольку зачастую мы сталкивались с тем, что мы могли приехать на раздачу и понимать, что из 50 людей, пришедших за едой, около 10 могли просто забрать, поскольку у этих людей нет документов, у этих людей зачастую проблемы не только с документами, но и с жильем, с образом жизни, то есть они могли быть подвержены задержанию, они могли быть задержаны просто за то, что они бездомные, просто за то, что они есть. Наверное, с приветствием именно милиции сами активисты сталкиваются только во время каких-либо массовых мероприятий в городе, каких-либо чемпионатов мира и тому подобного. И также, опять же, по рассказам моих товарищей, людей, которые готовили ФНБ в это время, во время чемпионата мира по хоккею могли прийти, по-моему, на каждую раздачу приходили люди в форме. При этом их целью было полностью, то есть разогнать, чтобы этого в принципе не было. С ними в принципе никогда не было никакого какого-то адекватного диалога. Один из принципов инициативы то, что вся еда, которая готовится на ФНБ, она исключительно веганская. Зимой особенно актуально готовятся чаи, которые помогают людям согреться. ФНБ готовят не одни и те же люди. В Минске существует 3 точки. Готовят они 2 в субботу, 1 в воскресенье. Какая-то часть продуктов нам достается от людей сочувствующих, которые зачастую не могут с нами участвовать полностью, то есть готовить, например, раздавать, но они хотят как-либо помогать. И как один из способов нам помочь, это предоставлять нам какую-то еду. Но в целом я могу сказать, что, наверное, одна раздача выходит в зависимости от блюда, в зависимости от того, как это готовится, наверное, в 20-30 рублей, может, примерно так.